На протяжении десятилетий советская пропаганда систематически закрепляла представление о том, что борьба абхазских большевиков против Демократической Республики Грузия в то же время представляет собой национально-освободительную борьбу абхазского народа против угнетения со стороны Грузии. Дабы разжечь конфронтацию между грузинами и абхазами, пропаганда прочно насаждала идею о том, что один из местных лидеров большевиков Нестор Лакоба является отцом-основателем современной Абхазии. Советская пропаганда тщательно скрывала тот факт, что большевистские организации, действовавшие на территории Абхазии в 1917-1921 годах, не имели этнического характера. Ее лидерами были как грузины: Исаак Жвания, Северян Кухалишвили, Амберки Орушадзе, Петре Агняшвили. Также абхазы: Ефрем Эшба, Нестор Лакоба, Константин Иналайфа. При этом политическими лидерами Абхазской автономии Демократической Республики Грузии были этнические абхазы: Арзакан Эмухвари, Варлам Шервашидзе, Григал Зухбая, Василь Гурджуа, а комиссар внутренних дел автономии и руководители службы безопасности также были абхазы: Михаил Убирия и Тарасхан Эшба. Вычеркивание из памяти этого поколения абхазских демократов и национальных государственных деятелей продолжается и сегодня. Современная пропаганда либо обходит эти фигуры и их заслуги стороной, либо объявляет их неабхазами и предателями нации. Основная линия политического противоборства в Абхазии в этот период была не этнической, а политической, между Советской Россией и большевизмом с одной стороны, и Демократической Республикой Грузия и демократическим, республиканским строем с другой. В этом противостоянии большевики не имели ощутимой поддержки со стороны местного населения. Например, в мае 1918 года для подавления попытки большевистского переворота в Абхазии Закавказский Сейм направил гвардию под командованием Балико Джугеля. Большевики противопоставили ему военную силу, состоящую из местных грузин. А на стороне Джугели против большевиков воевал Абхазский полк, представлявший собой военную силу, лояльную демократическому строю в Сухумской области в 1917-1918 годах. В большевистском вооруженном отряде «Киарас», вокруг которого советская пропаганда создавала абхазскую этнонационалистическую мифологию, этнические абхазы фактически не представляли большинства. Наиболее боеспособной его частью были этнические турки, мигрировавшие в регион в начале XX века. Российская пропаганда также не любит вспоминать, что 7 мая 1920 года Советская Россия де юре признала Грузинскую Демократическую Республику, включая Абхазию. Грубое нарушение этого договора 11 февраля 1921 года произошло по инициативе Иосифа Сталина. Советская Россия напала на Грузию и после одномесячной кровопролитной войны оккупировала ее. Установление советской власти на территории Абхазии произошло именно в результате этой войны. Первичные документы, описывающие ход российско-грузинской войны февраля-марта 1921 года, в том числе военные документы 9-й Красной армии, показывают, что местные большевики не играли какой-либо ощутимой роли в боевых действиях той войны. Война происходила только между вооруженными силами Грузии под командованием генерала Артмеладзе и российской 9-й Красной армией под командованием Михаила Левандовского. В 1921 году, после советско-российской оккупации, множество политических деятелей абхазского происхождения были вовлечены в движение сопротивления. Некоторые из них оказались в эмиграции вместе с демократически избранным правительством Грузии. Многие стали жертвами репрессий советского тоталитарного режима. Например, глава службы безопасности Тарасхан Эшба, депутат Народного совета Абхазии и учредительного собрания Грузии Васил Гурджуа, общественный деятель Джота Шервашидзе, Астамур Иналайфа, Вианор Анчибадзе и другие. Самый популярный и авторитетный политический лидер Варлам Шервашидзе несколько раз был арестован и умер вскоре после выхода из заключения. На протяжении 70 лет советская пропаганда целенаправленно стирала эти политические фигуры и их деятельность из памяти местного общества и внушала презрение к грузинам.